вроде бы. Давай так, чтобы лицо было. Да, ты можешь, в принципе, и туда говорить. Главное для меня не картинка, а главное речь, да? Совершенно верно. Меня, знаешь, что интересует? Меня очень заинтересовал сегодняшний твой доклад, но поскольку я не владею... то, что я хотел говорить, не я то, там, не- мне таки не дали, как бы, не то, что оправдаться, как бы, так сказать, рассказать, как все было. Ну вот, есть шанс рассказать, А только для русскоязычной аудитории. сейчас уже задумался, может точно эти дипломы не выдавать. Так, ну, сначала, сначала давайте представься, пожалуйста, чтобы слушатель знал. Я тут поддерживать буду. Здравствуйте, меня зовут Приходько Николай. Я патрульный редактор Української Вікіпедії. Користувач Микола. Ники Да, Спики. да. Мгм. Ну, у нас пользователь, это користувач Никиспики, да, вот мой ник. Вот. Ну, это вот логотип нашей конференции, тут наша фирменная футболка на украинском Википедия, Вильна энциклопедия, то есть на украинском. Ясно. Ага. Ну, Микола, расскажи, пожалуйста, про сегодняшнюю тему, которую ты затрагивал на конференции. Я имею в виду Вики-студия. Что это такое и почему вы 3 года этим занимаетесь? Ну, я так думаю, с чего начать. Вот. Что это такое? Ну, это такой проект для студентов, ну, изначально был для студентов, для преподавателей университета Черниговского педагогического, Черниговский национальный педагогический университет. Сейчас его недавно там переименовали, вот, ну, как бы смысл тот же остался. Вот, и там есть исторический факультет, его назвали, ну, Институт истории, вот имени Лазаревского. Вот. И так получилось, что я познакомился с одним студентом, вот, его это заинтересовало, вот тогда он еще был студентом на 5-м курсе, в 2015 году. Говорит, давай, вот, отлично, давай сделаем такой проект. То есть студенты будут писать, вместо реферата будут писать статьи в Википедии. Вот, отлично. А вы до этого были знакомы какими-то аналогичными проектами в других языковых проектах? Я слышал, но как бы такого, ну, ничего, ну, так вот детально не разбирался. То есть слышал, что есть в Америке, есть там в Канаде, есть, может быть, еще где-то, но массово такого, ну, можно сказать, не было. Ну, по крайней мере, я не знал. Вот, то есть знал, что что-то есть, ну, как бы вот. То есть вы решили идею придумывали сами, получается? Ну, получается, да. Первоначально моя идея, но, естественно, идея без воплощения, это просто идея. Ну, вот как мысль пришла, ушла, да. Вот, мы с ним это в 2014 году вот встретились, познакомились возле Чернигова. Там очень интересный такой его селище міського типу, это поселок городского типа. Вот, Седнев, там 1000 лет ему, он там историю рассказывал об этом поселке 4 года. Очень интересный такой парень. Имя у него тоже интересное, такой Миден Эрвин. Он говорит, отлично, давайте сделаем, мне нравится идея. А он очень такой, вот я его так называл сегодня в презентации, энерджайзер. Это действительно, это не человек, это энерджайзер. Иногда я ему завидую, то есть я вроде как энерджайзер, а он, ну, так, местами в 1,5-2 раза крути меня. То есть это человек-бомба. Вот. И, ну, не все так быстро получилось. Он пошел в свой университет, институт истории. Говорит, я там эту тему пробью. Говорит, да, мне понравилось, значит, все, я договорюсь. И он на каком курсе тогда был? На 5-м. Он был на 5-м, Миден Эрвин. У него просто немецкие корни, кроме того, что и украинские, у него еще и немецкие. Вот, он пошел, договорился, и это не все так просто получилось. То есть я думал, в сентябре начнем, получилось в марте. Вот, собрались, было А очень... он же тогда заканчивал, наверное, Да, уже да. проект какой-то писал, да? Ну, дипломная. Да. Ну, по ходу дела, он еще, по-моему, там пару дипломов писал. То есть и человек вот такой отличный, и энерджайзер, а говорит, ну, это просто песня. У нас было открытие, я вот думал, он как вот Стив Джобс.
Вот в таком ключе это все было. Оратор феноменально. хороший. Мгм. Вот, то есть я не знаю, оно может где-то на видео было, потому что у нас было 3 телеканала, там радио было, там сайты, газеты. То есть подключили нашу прессу, хотел сказать, нашу прессу черниговскую, вот, ну, с тех, что смогли подключить. Мгм. Класс было. Собралось очень много народу, то есть, ну, студенты, естественно, преподаватели, был директор института, вот, его тоже подключили. То есть вы смогли заинтересовать Да, директора да. института и Сначала преподавателей студента, некоторых, а да? студент через студента. То есть он Мгм. как бы, ну, он в хороших отношениях там вот с многими. Он такой вот как вот комсомолец-активист, вот раньше Мгм. было, да? То есть И он воспользовались волну тем, вот что эту его уважают и... Да, Мгм, да, мгм. да, да. И вот я сегодня говорил, что вот, ну, как причины успеха, да, что вот наши коньки, что вот, ну, другие могут использовать. Это вот команда, вот я даже первым пунктом, команда, это не мой проект, Викистудия это не мой. Вот, это вот команда, несколько людей, которым это понравилось, заинтересовало, вот давайте, вот, ну и остальные подключились. То есть, и вот когда вот Мгм. третий год, вот в этом году, да, у нас была задумка как, Викистудия, и мы будем в конце вот этих семинаров выдавать диплом Вики-консультанта. То есть человека, который будет консультировать там по поводу Википедии. От украинской. чьего имени? От ну, своего, он сам научится и другим будет рассказывать. То есть подпись там будет ваша, да? Мгм. Не-не-не. Или Викимедиа Украины? Диплом, да, с логотипом Викимедиа Украины, и там что вот такой-то человек прослушал курс, вот, и теперь будет Вики-консультантом. Сначала вы так думали. Мгм. И так и было. А. Вот первый год. Мгм. Печать нашей организации Викимедиа Украина, моя подпись, как я координатор Вики-студии. Вот, А это голова Мгм. и голова Вики-студии и голова Викимедиа Украины. А эта Председатель. бумага чем-то помогает обладателю? Я вот тоже думал. То есть для меня это был больше вопрос, ну, им это хочется, ну, окей, мы Ага. пойдем. То есть вот так было. Вот. Ну, их это как бы раззадорило студентов, что вот, они там получат еще один диплом. И тем более мы сразу, когда мы с Эрвином встретились, я говорю, Эрвин, ты же понимаешь, что если просто набрать двоечников, троечников, они же нам такого понаписывают. Мы ж... Вот. Он говорит, не-не-не, вы, говорит, не волнуйтесь, мы будем брать только там 4-5. Вот, то есть мы не будем брать троечников. И, ну, в принципе, нормальные ребята подобрались. То есть, ну, конечно, всякие были, но хорошие А ребята. сколько удалось в первый набор? Сначала пришло 80 человек, я не ожидал, да, Мгм. полный зал, не все влезли, стояли. Мгм. Вот, ну, в первый день, вот в открытии мы там особо ничего не делали, потому что, ну, техническая Рассказывали. база была слабенькая, и там мы проектор как-то пристроили, ну как, 80 человек, там компьютеров столько нету, там мало компьютеров. То есть я просто рассказал так вкратце, что вот есть такое Википедия. Вот, и разошлись, а потом уже мы в библиотеке больше проводили. Есть какая-то самая Ну, большая да. эпохи. Пока не разобрали. Мгм. Мгм. Вот. То есть это был проект, ну как бы больше как бы, да, Института истории. Вот. Но подключались многие разные организации. Конечно, больше образовательные, то есть другие факультеты университета, по-моему, физической культуры, как ни странно, там вот одна преподавательница активная такая появилась. А, по-моему, знакомая Вера Анатольевна, ты, которая у нас голова Викистудии. Ну, вот так вот получилось, мы зацепились. Мгм. Мгм. Вот. Другие факультеты, по-моему, химические, там, потом библиотека, вот та, в которой мы проводили, у них там, ну как вот здесь, хороший компьютер, интернет, они выиграли там грант в Microsoft, и у них вот такие для чернигов вот такие компьютеры, вот проекторы, ноутбук, и все вот работает. Даже мы сталкивались, да, приходишь, и говоришь, ну как, а вот так, а там работает. И мы очень А для часто тех, были в извини, библиотеке. пожалуйста, Да. для тех, которые участвуют преподаватели, какие-то плюшки были, плюсы? Плюшки. Они Честно использовали, говоря, может быть, сложно каких-то сказать, сложно, сертификационных? потому что у меня не было прямого контакта, я как бы не преподаватель, ну, образование я преподаватель математики, да, но я не работал по специальности. Вот, и мы чисто, вот я как доброволец пришел, вот хотите, какие, да, хотим, ну вот такие, давайте будем делать. Мгм. У меня не было прямого контакта. Для них, наверное, повышение мотивации своих студентов, да? Да, Как вы? студентов, и что у них, ну что вот, может быть, в глазах коллег, в своих глазах, что вот я еще что-то новое узнал, там, Инновация. диплом, да, Мгм. вот,
что мы, да, вот ногу со временем. Это было больше у директора Коваленко Александра Борисовича, что вот мы там в ногу, мы там в Википедию. Правда, он, к сожалению, он не зарегистрировался. Даже Википедия, вот, что сегодня говорили, это старое поколение, уже там 60, для него это сложно. Более, может, психологически, чем перестроить мышление. Но он очень много помогал, особенно вот последний год, ну, то есть там я по своим каналам узнавал, что много помогал. Более организационно, там какие-то такие вот моменты. То есть внешне это было получение некоего сертификата, да? Больше да, но и еще, суть? студенты получали зачеты, там какие-то вот такое вот что-то было. Вместо каких-то самостоятельных работ? Да, по истории. То есть вот первый год это вот у нас называлось Википедия с исторических дисциплин. А там какие курсы? Там история, то есть всемирная история, там как это на русском я забыл, новитняя история, ну новая. Новая история, Вот, да. новейшая. Там средние века, там еще что-то вот такое вот там древнее. По штучке может там все взять, что надо. Это самое. История. Студент большая какого часть. курса имеется в виду возраст? Вот тоже Старший? было интересно, что я даже не ожидал, что все. Вот у нас такой демократический подход был, что все могли ходить. У нас даже замдекана пришел, ну, правда, только на 2 занятия. Вот, то есть замдекана был, ну, тот самый такой вот, что у нас был, самая вершина. И начинает первого курса. А это вне учебное время собирали людей? Или Сложно вместо сказать, пары? Или... Там у них может быть какое-то окно было, часто это было после видно занятий. То, что где-то там час дня, 2 часа дня. Быстрее всего. Курс состоял из скольки часов? У нас, да, 8 занятий у нас была, программа 8 занятий. То есть от 1 до 8. Ну, желательно все пройти. Либо, 1 час это академический? да, ну, по-разному, ну, где-то час. В смысле, ровно час. По-разному. Там иногда мы задерживались, ну там после занятия кто-то там человек два. Курс читал один человек или попеременно? В основном я читал, так как, ну, кто будет читать, если никто не знает. Ну, Эрвин, он очень, вот, что же так и начал, не только энерджайзер, он очень умный парень, вот так скажем. Он, как я о нем как-то сказал, он поддающая звезда... Надежды. Да, подающая надежды звезда украинской историографии. да, вот так вот. То есть действительно очень умный парень, у него уже публикации есть в научных исторических журналах, ну черниговских в основном, по-моему. Но тут тоже это уровень. Да, он еще там или с 3-го, или со 2-го курса уже публиковался. Ну, и там в соавторстве, ну, это еще такая полусоветская система. Ну, может, что-то сам. И они, по-моему, с Александром Борисовичем уже вместе публиковали. Поэтому у него вот как бы тыл есть вот такой, а у того такой. То есть у Эрвина как бы тыл, ну, как бы такой более... Административный? Да, и административный, как бы такой профессорский, а у Александра Борисовича есть как бы такой новаторский. Инновационный, потому что, инновационный. Потому что он студент, ему там молодежь, ему нравится это все, компьютер, это все. Вот. Круто. Да, и Эрвин стал первый год патрульным. То есть он умный парень, ему не составило сложности. Патрулирующий. Да, да, вот так. Вот. И то есть в основном я, Эрвин потом начал помогать 2-е и 3-е занятия. То есть он посмотрел, там уже ничего сложного. Ну, вот мы знаем, да, что там главное сесть разобраться. Ну, не всех руки к этому доходят, там желание, еще что-то. Он все разобрался, он стал патрульным. Он тоже помогал патрулировать. 2-й год мы уже проводили для, грубо говоря, для 1-го курса, тоже институт истории, и ну, для всех остальных. Плюс к нам еще же библиотекари начали подключаться, вот этой библиотеки, где мы проводили, ну, большую часть занятий. Потому что компьютерный класс хорошо, потому что им надо, ну, они заинтересованы, почему? Ну, вот как вот телевизионщики заинтересованы там снять какой-то кадр, да, или там взять интервью. А вот Про шаблони є можливість провести паралельно. в библиотеке они заинтересованы показать свою значимость. Потому что библиотеки посещаемся очень сильно Да, они же... во всем мире. Да. И они же больше как культурные центры, как какие-то там мероприятия, там выставки, вот как здесь. Да, выставки. как клубы стали сейчас. Да. Вот. И они сами подключились, некоторые библиотекари заинтересовались, и директор тоже. Она, ну, больше так организационно помогала, вот, ну, помещением там. Понятно.
такой материальный вопрос. Во второй, третий год уже лекторы получали какие-то вознаграждения за то, что они читали? Допустим. Ну, диплом. Нет, сам лектор. Ну это же волонтерский проект. Понял. А библиотеки? Ну, тоже. Ага. Из грантов ничего они не получали, получается. Ну, Только как? пиар, Ну как, только у нас было, возможность у нас сделать. было, ну мы уже так несколько лет празднуем день рождения украинской Википедии и просто английской Википедии, вот 15 лет, да? И у меня там был кадр в презентации, когда мы там, у нас там человек 10 у вас уже зимой, оставалось. в январе, кажется. Да. И мы там с тортом таком, и на торте такая Википедия 15. То есть, Ага. вот, ну вот это на грантовые деньги, это вот было, ну, торт, да. То есть, а так это все практически, ну, волонтеры. То есть я, потом вот эти ребята, там несколько человек подключились. Я, кстати, так немножко с сомнением, с скептицизмом относился, что вот этот диплом, там, вики-консультант, говорит, да вы шо, тут народ хоть бы язык какие-то разобрался, хоть как-то внятно написал, там, или даже перевел, я не хуже написал, хоть перевел, это ж проще, уже с готовой статьи. Ну да. А тут какой консультант? Я, честно говоря, не был в восторге от этой идеи, я не верил в это. Ну вы знаете, вот этот третий год ребята помогали. Конечно, не все у нас там гладко получилось, как вот мне там коллеги говорили, вот. Но они помогали, они проводили, они... Одному ж сложно провести, когда аудитория, тем более я вот не профессионал, да, вот в плане там преподавания, да, сложно вот. То хорошо, когда кто-то, ну, более-менее подготовленный википедист, он помогает. Это очень большая помощь. Особенно, когда зал, ну, есть, ну, часто бывает, что в зале кто-то есть, который даже компьютера не знает. Ну да. И украинский плохо знает, и компьютер знает, и это все. Это вот как на ручнике ехать. Если есть помощник, это слава богу. Я могу вот этого помощника сказать, вот там тетя Галя или кто-то еще там, или вот эта девочка Валя, которая плохо знает компьютер, у нее вечно зависает. Если у нее зависает компьютер, это же я зависаю из этого компьютера. А остальным что делать? Понятно. Это очень большая помощь. А В этом скажи, году они пожалуйста. помогали очень сильно. Как ни странно. Я Какую-то был удивлен. методичку для курсанта Пока выпускали? Что, пока что у нас есть только программа в электронном виде на сайте, на странице проекта Викистудия. Ну, то есть есть у нас проект. Вот, уже третий год, но так немножко подшлифовано, конечно, не идеально. То есть, ну, вот, первый год это был там 7 занятий, второй не помню, честно говоря. А третий вообще было 3 занятия, потому что ну, было по пыхах, поэтому, может, было и вот много сегодня нареканий, что, ну, статья недоработана. Я сам видел это все. Ну, что я мог сделать? Самому все это переписать, переделать. А вы сертификат мало. этот выдавали по факту посещения? Ну, в этот, не-не-не, там определенные были критерии. Ну, планка, да, планка у меня все-таки понизилась. То есть первый год это было, по-моему, 5, ну 3 года назад же было, по-моему, было 5 статей или 3 статьи. Написано с Да, нуля. да. Ну, можно было переводить. Вот. И, по-моему, 3 изображения. Может, я даже 5 поставил, а потом подумал, ну, если там 3, окей, и 3 нормально. Ну, и чтобы, как минимум, в статье было шаблон карточка сверху, да, заполнена там, ну, там по биографии, да, какой-то там ученый, родился когда-то, там-то, вот тем-то занимался, вот фотография, ну, если есть. И категории, там, источники, там, я сейчас на русский перевожу, это снизу там литература, примечания, ссылки. Ну, то есть хоть что-то, чтобы было. Вот. Ну и, естественно, желательно интервики, если какая-то популярная тема, интервики, желательно висификация, там, ну, вот, что, ну, какой-то минимум. Понятно. Вот. Те, которые, ну, там была одна статья, например, то мы не пропускали. Ну, я уже так закрыл глаза там на многие недочеты. Я говорю, ладно, если вот там есть хотя бы там на 5 килобайт статья, одна, ну, хоть одна нормальная. То есть было там 2-3, ну хоть одна нормальная, окей, будем давать диплом. Ну, то есть, чтобы, ну, как бы поддержать интерес какой-то. Да. Вот, второй год там было попроще, а третий я уже на фотографии не смотрел, потому что я уже не попал во все эти школы, у нас было 5 школ. А, кстати, да, школа. Там уже не студенты, а уже младшие. Школьники, да. Да. Там получилось как? Вера Анатольевна, то есть, ну как, проект начинался как? Ну, какие-то 3 столпа, да, украинская Википедия в Чернигове.
Это я, Эрвин и Вера Анатольевна. Ну, еще много людей. Ну, мы, А Вера Анатольевна, она учитель в школе. Студии, да, она преподаватель, она доктор исторических наук, по-моему. То есть она молодая, 30 лет, но она уже, вот, да, тоже очень интересная женщина, человек, умная, образованная, ну, и энерджайзер такой, почти как, ну, как я, как минимум. Она очень позитивный человек. Я вот поражен. Из всех моих знакомых А она в школе работает? Или в университете? работала в университете, сейчас, по-моему, на полставки осталась. И плюс она сейчас, в этом году она помогала больше как зам главы как это, управления по образованию города Чернигова. То есть она пошла на повышение. То есть управление образования, оно курирует Да, школы, да. и она уже могла Да. влиять Она на могла, школы. ну, не то, что влиять. Мы Знакомства вместе- хотя бы были. Да. Мы вместе проводили презентацию, по-моему, в прошлом году. Среди Вот, учителей. Да, среди заучей. Да. Заучей? Заучей. 30 школ, вот 30 заучей или там больше. Мы им рассказали, некоторые заинтересовались, потом подходили и... Отправляли учителей истории, да? Нет, кто захотел. В основном это учителя информатики, либо просто учителя. Языка, наверное, еще, да, литературы. Разные. Если честно, то ой, я забыл, кто вот сегодня приехала коллега, тоже с Чернигова, Литвин Катерина. Вот я помню, что она методист, то есть, ну, как зауч, да? Мгм. А почем она? То ли по истории, кстати, она, по-моему, тоже по истории. Или по литературе украинской. Да, и, ну, в этом, в каком-то смысле, ну, ниже уровень, как бы, но охват другой, и, ну, больше в каком-то смысле. Ну, то есть 5 было школ. Если А требования к школьникам были другие, чем к да, студентам? конечно, ниже, потому что, ну, уровень все-таки ниже, откровенно ниже. Вот сегодня эту тему тоже поднимали. Вот 5 школ было, 3 школы, ну, обычные школы, и 2 лицея. Это ЧПЛ, Черниговский лицей, педагогический лицей для обдарованной сельской молодежи. Как это? Одаренный. Одаренный, да, одаренный. И второй лицей номер 22 Чернигова. Ну, то есть это совсем другой уровень, чем школы. И потом с ними, конечно, было приятнее работать. И Да и более- база, скорее всего, да? Да, и база, ну хотя база не очень. Мы больше проводили в библиотеке, то есть как ни странно. То есть тех было занято, тех что-то там с компьютерным классом что-то не то было. А детей как они мотивировали, эти учителя? Вот когда мы в прошлом году делали презентацию 15 минут заучам с Верой Анатольевной, рассказывали, ну что вот в институте. Я сказали, окей. Ну и потом через некоторое время созвонились и вот 5 школ договорились. Ну то есть добровольно, то есть они сами захотели, с 30. То есть это же не все. Администрация школы, она Да, захотела, чтобы И администрация, их и школа... учителя. Вот. Ну там по-всякому, почему я говорю, что вот Катерина Андреевна, она же методист лицея, она это заинтересовалась и, ну, для себя, и может быть больше с прицелом на будущее для учеников лицея. Мгм. Вот, то есть, чтобы у них не просто вот это зазубрил, сдал и забыл, а чтобы у них какие-то навычки были, чтобы им интересно было. Ну да, То есть, да. вот, чтобы они сюда Работы с могли источниками, приехать. да, и все такое. Да, чтобы они могли сюда приехать, вот здесь познакомиться. У меня, например, очень сильный был толчок, когда я попал на первую конференцию. Вот, ну, вот по себе могу сказать. Сейчас вот 7-я. Потом, может быть, у них тоже так будет. Тут нельзя гарантировать, ну, а вдруг? Ну, замечательно. Мгм. Ну что ж, а напоследок, статистика какая-нибудь? Конечно, я вот сегодня уже озвучивал, ну, за 5 лет тут точной цифры я не скажу, но она такая плавающая, потому что что-то удаляется, что-то там переделывается. Ну, где-то 500 статей написали вот за 3 года, да, это разные люди, то есть там не только вот институт истории, там уже и школьники, и библиотекари, и с музея, и где-то, ну, 500, да, 500 статей. Получивших сертификат. Сертификат где-то 110 человек. Вообще, где-то 150 человек в этом, ну, в нашем проекте принимало участие в какой-то мере, да. Но только вот до диплома, то есть там написали хотя бы несколько статей, вот, ну, где-то 110 человек. То есть для Чернигова это много. А после того, через некоторое время отслеживаете
активности. Да, но с этим, конечно, это как бы не секрет, что активность очень слабенькая. Мы уже много думали, у меня нет готового ответа, что делать. Вот. То есть, ну, вот какой-то один из вариантов, вот, привести школьников сюда. То есть им интересно будет. То есть, а тут они могут узнать, что у нас там еще конференции международные. Вот, и их это может зацепить. А у нас еще там какие-то конкурсы, вот там, Вики любит памятки, Вики любит памятники, да? Да, Вот, да. Вики любит Землю. да, вот другие конкурсы. И там очень ценные... Вики весна. Да. Да, да, очень ценные призы, и это может мотивировать. Я, например, вот в конкурсе выиграл, предыдущий свой. Почему бы и нет? Я им это объяснял, я рассказывал. Я говорю, что нужно для этого сделать? Нужно знать правила. Не только знать. Я перечитываю, когда я вот принимал участие в конкурсе, я их чуть ли не на память тогда выучил. Там, они не сложные были, там по странице, может, там 2 страницы. Я их раз 10 перечитывал. И думал, как сделать так, чтобы я по этим правилам выиграл. По этим правилам. Там еще как бы знак для меня был, что конкурс, там на военную тематику. И там была пушка Чернигова. Я сказал, все, это знак, все, я буду принимать участие, выиграть. Я выиграл. Но я все делал так, как надо. Я это ребятам тоже рассказываю. Говорю, вы не думайте, что это вот так вот. Все там написал там Google переводчиком или Яндекс Транслейт, а там ошибок очень много. Конечно. Вот я сегодня с ребятами общался, они так немножко, исправляли кое-что, но не все. Понятно. Как бы, да, есть всякие моменты. Ну що ж, Микола, огромне Иван, дякую. да, спасибо. Щиро дякую. Да. И привет. Сейчас. Извините, я забыл. Якутия? Саха, да? Саха, да? Республика Саха. Да, привет. Сахия, вот. Что я могу сказать? Развивайтесь, любите. Nikki speaking. Окей.